Скандал с нищими туристами в Абхазии принял неожиданный оборот. Местные жители массово выходят фотографировать пляжи, обвиняя российских туристов в том, что те превращают курорты в помойку. Но их план мести может обернуться настоящей катастрофой. То, что началось как попытка защитить честь республики, рискует оставить целую отрасль без будущего. Жители Солнечной Республики, привыкшие зарабатывать на российских туристах, не смогли переварить промки скандал. Все началось с того, что сотрудница Министерства туризма Кристина Лакербая заявила: туристы за 300 рублей республике не нужны. Чиновница жаловалась, что приезжие покупают дошираки вместо сувениров и местной сельскохозяйственной продукции, стоят в очереди за бесплатной водой в отелях, но на улице ничего не покупают. Скандал дошел до российских властей, и Лакербая потеряла работу. Но в самой Абхазии решили не сдаваться. Вместо извинений местные жители развернули контратаку. Видео с уликами сотрудник гостевого дома в Пицунде записал ролик, ставший вирусным в соцсетях. Держа в руках единственную пустую упаковку от лапши и несколько бутылок, мужчина обрушился на российских туристов с обвинениями в загрязнении пляжей. По всему пляжу дошираки, любимые этими туристами, которые до контейнера не дойдут, пиво, которое мы каждый день убираем. Потом нас обвиняют, что мы, оказывается, негостеприимные, злые, заявил абхазец в своем видеообращении. Ирония ситуации в том, что для подтверждения тотального засора мужчине хватило одной упаковки и нескольких бутылок. А мусор был подписан русским туристам? Реакция в интернете не заставила себя ждать. Россияне ответили язвительно и по существу. Держит одну упаковку и при этом всех обобщает. С вашим сервисом, с таким отношением нечего к вам ездить. Надо просто организовать хороший сервис и уборку, как на всех лучших пляжах мира, пишет пользователь Мила К. Другие туристы задались резонным вопросом. А на этом мусоре было написано, что он выброшен русским туристом? И почему контейнер не на пляже? За такие деньги, которые вы берете с туристов, можно и убрать. Ну, теперь-то у вас чистота будет, наконец-то. Особенно язвительными оказались комментарии тех, кто лично знаком с абхазскими реалиями. Поставьте камеру и удивитесь, 90% мусора оставляют местные. В локдаун туристов не было, и мусора было не меньше. Внезапное открытие традиций. Но мусорная война не единственное направление абхазской контратаки. В республике неожиданно вспомнили о древних традициях, которые якобы нарушают российские отдыхающие. Теперь местные обвиняют россиян в том, что те появляются в общественных местах в пляжной одежде, якобы не уважая абхазские нравы. Хотя многие туристы отмечают, раньше подобные требования никого не волновали. Кто кого содержит? Эксперты туристической отрасли напоминают, почти половина бюджета Абхазии строится на туризме, а больше 90% отдыхающих – россияне. За последние годы российские туристы совершили миллионы поездок в республику. Но теперь ситуация может кардинально измениться. После скандала люди начали отменять бронирование и призывать к бойкоту поездок в Абхазию. Владельцы туристического бизнеса в панике, ведь именно туристы с дошираками составляют основу местного турпотока, заполняют гостевые дома, питаются в кафе, покупают фрукты и местные вина. Правда о чистоте. Между тем, реальная картина с чистотой в Абхазии и без приезжих далека от идеальной. Туристы регулярно жалуются на загрязненные пляжи, горы мусора, отсутствие централизованной системы очистки прибрежной зоны. На пляже в Гаграх горы мусора, ветки, железо, фантики, ботинок какой-то валялся, рассказывает туристка Ольга, побывавшая в республике. Проблемы с инфраструктурой, изношенные коммуникации, перебои с электричеством – все это реальность абхазских курортов, и винить в этом приезжих, мягко говоря, странно. Кто проиграет в итоге? Туристический эксперт Светлана Демидова объясняет, богатый турист и турист, который тратит деньги – это совсем не одно и то же. Турист тратит деньги не просто потому, что они у него есть.
Он меняет их на сервис, на опыт, на впечатление. Получается замкнутый круг. Чтобы привлечь состоятельных туристов, нужно улучшить сервис и инфраструктуру, но для этого нужны деньги, которые приносят как раз те самые бюджетные туристы, от которых теперь пытаются отказаться. Неожиданный финал. Абхазская месть может обернуться против самих мстителей. Российские туристы уже начали выбирать альтернативные направления, ту же Турцию, где за сопоставимые деньги можно получить гораздо лучший сервис. А пляжи Абхазии, возможно, действительно станут чище, только не потому, что туристы научились убирать за собой, а потому, что туристов станет просто меньше. Власти республики попытались исправить ситуацию, уволив скандальную чиновницу и принося извинения. Но осадок остался. И теперь многие россияне задаются вопросом, а стоит ли тратить деньги там, где тебя считают источником всех проблем? А мы поедете на отдых в Абхазию?